Многие мне говорят: Вера, а ты почему такая веселая? И вот просто от самого слова паралич тебя парализовывает. Нам говорили: дети, когда придет ваша мама? Я его даже шлепала. Блин, они же завидуют тебе. Ой, совершенно просто душещипательная история. Вера Петровна, что такое особенная мама, по-вашему? Особенная мама – это, скорее всего, мама особенного ребенка. И немножко со своим особенным взглядом на воспитание, на принятие своего ребенка. И принятие своего ребенка вместе с диагнозом, с болезнью. И немножко по-другому научить жить ребенка. Увидеть жизнь в других красках. Не так, как привычно мы привыкли видеть, да, а именно немножко по-особенному. Вы сама мама особенного ребенка. Вот поделитесь, пожалуйста, вашим опытом. Для любого девочки в семье всегда как выйти замуж, там, родить детей, быть самой счастливой на свете, да? И у меня тоже так же все продолжалось. Я вышла замуж, я родила ребенка, вот так вот. Но в один прекрасный момент было понимание, что что-то не то. А вот этот момент, наверное, ощущают все родители, когда в первый раз слышат какой-то диагноз, да, какой-то... А когда вы услышали этот диагноз? Это Лене было тогда 1,5 года, и мы ходили на обследование, и нам сказали, ну, ДЦП, да, вот это 3 буквы. Это же аббревиатура, да, а когда просто ее берут и разлаживают, да, получается детский церебральный паралич, да. И там астатическая анатическая форма, там то и все, вот много-много-много вот этих сопутствующих дальше. И вот просто от самого слова паралич тебя парализовывает. Потому что ты не знаешь, что с этим делать, ты не знаешь, как это. И вот всегда у человека, оказывается, есть страх перед тем, когда нет понимания, когда нет... неизвестность, когда вот этот, у страха глаза велики, вот это, да, и вот эта часть как раз вот у страха глаза велики, и вот само слово тебя вот чисто тебя парализовывает, да. А на сколько времени вас парализовало? На 3 года где-то, где-то так. То есть я вижу болезнь отдельно, потому что я с ним борюсь все время, и вся моя мощь и сила уходит чисто на борьбу с этой болезнью. А как вы боролись? О, по-всякому. Боролась по-всякому. И старалась и так, и сяк, можно сказать, этот. И все время вот такое бывает ощущение, как будто вот сейчас волшебную палочку я найду, вот этой волшебной палочкой кто-нибудь такой волшебник взмахнет, типа логопеда, врача или ортопеда кого-то, да, такого, да, и все будет хорошо. А что помогло или кто поддержал, чтобы выйти из этой ситуации? Из этой ситуации выйти, тоже жизненной ситуации. Есть, оказывается, в жизни очень много подсказок, есть очень много, как сказать, людей, которых нам направляет судьба. И данный, вот даже одна фраза может изменить твое мировоззрение, да? Вот. И в тот период я начала ходить в церковь, даже я крестилась, да, это в Нерюнгри было, когда мы жили. И я очень углубленно начала читать Библию, да. И, конечно же, ищешь ответ на свой вопрос. Почему? За что? Да? И начинаешь искать. Я нашла ответ, когда вот это было прозрение, и это совершенно поменяло мое отношение к моему ребенку и к его болезни, и к своей жизни вообще. Да? Там написано: сверх твоей силы и способности не переходит испытания в этой жизни. Значит,
я сильная, в первую очередь, да, значит, я могу пройти этот путь. Значит, это мой путь поднять на ноги своего ребенка. Значит, это только я смогу это пройти, никто другой. Ни соседи, ни это, ни кто-то, кто-то. То есть это точно мое. И вот если это ко мне пришло, то не вопросы, почему и за что, да? Сейчас самая изюминка. Для чего? И вот когда ты находишь ответ внутри себя, для чего оно к тебе пришло, все. Мой ответ был такой. Для чего? Вот у меня вот для того, чтобы я его подняла на ноги, для того, чтобы я дала этому ребенку так, как я физически ему дала жизнь, но для того, чтобы я ему его жизнь раскрасила радужными красками и для того, чтобы он научился ходить. Вот в этот момент он еще не умел ходить у меня. И я для себя поняла, что я ему дана для того, чтобы он научился ходить. Для того, чтобы он жил, можно сказать так, да? И вот когда это понимание пришло, для чего, и после для чего есть понятие, вот когда ты берешь вот этот диагноз ДЦП, детский церебральный паралич, да, он как бы отдельно был, да, вот это таким клеймом, который вот на него надо бороться, там с ним надо воевать, там то все. А вот когда я вижу ребенка, да, и я их разделяю, как бы болезнь и ребенок, да, на самом-то деле вот это понимание приходит, когда вот все вместе. Для чего? Для того, чтобы это было едино целое, и чтобы я могла принять его таким, какой он есть. С его с достатками и недостатками. С его недостатка сделать преимущество. А скажите, пожалуйста, преимущества какие вот вы нашли? Преимущества от недостатка. Я могу рассказать один момент в нашей жизни, да, из нашей жизни, из жизни моего ребенка, да. Это было где-то в 7 классе, уже когда он уже осознанно уже в школу пошел, уже так, да. Но в связи с своим диагнозом он плохо говорит, он все-таки, вот. И он пришел со школы и сказал: мама, я не пойду в школу. А в чем причина? Я говорю: меня дразнят, я больше не могу, я больше не хочу, я вообще, я говорю: в смысле, говорю, Леня, как это ты не можешь, говорю, это? А в смысле, говорю, как это дразнят? Объясни мне, что это такое. А он говорит: повторяют за мной. А что ты такое делаешь, что ты за тобой повторяют? Я же заикаюсь, говорит. А как ты заикаешься, говорю? Для меня, говорю, ты не заикаешься. А как ты заикаешься? Покажи, говорю, мне. И он такой сидит: мама, ты что? Ты тоже издеваешься надо мной? Такой вот, да. Леня, говорю, пожалуйста, покажи мне, как это ты делаешь. Вот я хочу понять, почему дразнят. И правда ли тебя дразнят? И стоит ли за это бороться, идти воевать? Или я говорю, пойму, что дразнят, да? Переведу я тебя в любую школу, которую ты хочешь, говорю, да? Да не пущу я тебя в школу сама там это. Ты же не хочешь в школу идти. Ты мне покажи причину, покажи почему. Вот. И он такой стоит и такой вот так делает. Леня, еще раз повтори, пожалуйста. А он такой: мама, пожалуйста. Он такой: слушай, это только ты так умеешь делать. Я же так не умею. Блин, они же завидуют тебе. Вот так поворот. Да, они же тебе завидуют. Ты что, говорю? Это же не дразнилка, говорю. Он настолько я и сама в этому как бы верю в то, что главное верить в то, что они делают. Главное верить в то, что у них эти особенности, они не для того, чтобы там кто-то дразнил, кто-то там кто-то, а с гордостью принимать эту, как говорится, недостаток свой и сказать: вот она я, особенная, типа вот такого, да? Вот. И, конечно, для Лени это было очень сложно, и он так сел
Для него это было, как задумался, так, дразнят или завидуют. Ну, две разные вещи, да? Конечно. Дразнят или завидуют. Расскажите, пожалуйста, вот с чего вы начали, то есть как бы вот какой вам достался материал, скажем так, да? И что вот на выходе вот сейчас, вот чтобы прямо видеть, что вы сотворили вместе с вашим героическим сыном. Он у меня не умел ходить, он у меня не разговаривал, он, ну, отставание очень большое было, вот. И вот как раз тот момент сопротивления, когда мне только сказали диагноз, я говорила, это не со мной, это не... Мне тогда было 20 лет. Я такая была молодая. Особенно, когда еще мы в больнице лежали, нам говорили, дети, когда придет ваша мама? Это был вообще прикол, конечно. Я вот сейчас не помню, кто, даже имя даже не помню, наверное. Подошла ко мне вот врач, она в возрасте была, и она гладит меня по голове, как маленькую девочку. Вот так. Прямо на груди вот так и гладит, говорит, девочка моя. Да что ты убиваешься, что ты беспокоишься? Ты понимаешь, ты главное, говорит, пойми, инвалидность – это помощь государства, чтобы ты вылечила ребенка. Из этой фразы я поймала слово «вылечила ребенка». И что мы сегодня имеем? Мы сегодня имеем. Сейчас я буду гордо говорить об этом. Обязательно. 13-кратный чемпион первенства России по легкой атлетике. Бронзовый призер международных игр Айвас. Леонид Душкевич. Ему 26 лет. И у него сейчас, в данный момент он занимается массажем, да, и самое главное, у него подруга появилась. Это очень хорошо. Это очень хорошо, и я вот прямо радуюсь, то, что есть люди, которые понимают это, и есть то, что не боится. И сейчас они живут вместе. Замечательно. Вера Петровна, давайте вернемся к волшебной палочке. Угу. Как вы считаете, такая волшебная палочка есть в каждой маме? Да. Волшебная палочка, она активизируется в тот момент, когда ты принимаешь ребенка. Принятие диагноза. Принятие ребенка таким, какой он есть. Да полюби ты эту болезнь. Никуда не денется. Мы не сможем ее выкинуть с этой жизни. Да? То есть, смотрите, принцип работы волшебной палочки. То есть, вот ребенок, рядом с ребенком мама, папа, бабушка, дедушка, братья, сестры. То есть, вот этот социум, который вот где живет ребенок, он начинает крутиться вокруг этой болезни. Да? А когда ты принимаешь ребенка с его болезнями, с его болячками как одно целое, таким, какой он есть, волшебная палочка начинает работать другим концом. И болезнь начинает сужаться, а жизнь начинает расти, и ребенок начинает, то есть, учиться видеть там, в школу ходить, в садик ходить, там, рисовать, петь, танцевать, спортом заниматься там. Ну и найдет, конечно, такую точку. А болезнь становится такой маленькой. И она просто часть твоей жизни. Многие мне говорят, Вера, а ты почему ты такая веселая? А я, знаете, когда-то у меня был такой момент, тоже вот как раз вот перед волшебной палочкой, да, это вот реабилитационный процесс. Если ты хочешь стопроцентный, как говорится, взять из этого процесса, стопроцентно взять и впитать, вот реабилитационного процесса, да, и мне говорят, 10% это медицинский аспект. 20% это воля случая, там, сложность диагноза, обстоятельства. А что такое 70%? 70% это позитивный настрой ребенка, чтобы он это хотел делать, чтобы он это был мотивирован. 70%. И кто создает эти 70%? И эти 70% создаю я, как мама.
Вы, наверное, даже знаете таких мам, которые вот по шагу ребенок слышит настроение мамы. Да? У всех есть вот эта связь телепатическая, вот эта, да? И если я могу эти 70% регулировать своим настроением, то я буду самой счастливой мамой на свете. Потому что это все взаимосвязано вот в таком обмене, да. И когда я счастлива, и когда я улыбаюсь, он с улыбкой идет вот туда, то есть без палки, без заставления. Заставления были, я не спорю, мы даже я его даже шлепала. Было такое, да. Надо, тоже надо, да. А из-за чего? По какой причине это было? Ну, когда они маленькие, они же няшки же. И не хочется их заставлять, хочется за них все делать, да. А надо, чтобы он это делал сам. Надо, чтобы он завязывал шнурки. Надо, чтобы он застегивал пуговицы. Надо, чтобы он... У нас вот в реабилитационном центре вот и прямо ребенка вот одеваем, да, не одевайте сами. Научитесь, чтобы ребенок одевался сам. Если вы хотите его одевать в 40 лет, когда ему наступит, в 60 лет хотите ему шнурки завязывать, то что завязывайте сейчас. А если хотите, чтобы он 40 лет завязывал шнурки сам, то учите сейчас. Вот даже абсолютно здоровый ребенок физически, да, он очень долго это делает. Что-то завязывает, пуговицы застегивает. Откуда столько терпения? Вот где взять мамочки, да, особенной терпение? Вот как этому научиться? Получается как? Когда случается в семье такое, да, у тебя уже есть другая жизнь. Работа, муж, там, семья, там, то, все. И вот ребенок появился, и что-то еще там-то этот, да. Но вот оказалось, что это ДЦП, да. И это как инвестиция в будущее. Ты полностью всю свою жизнь влаживаешь в него. То есть ты живешь конкретно его жизнью, его моментом. Вот и я, получается, сейчас я получаю дивиденды в качестве чемпиона. А в тот момент, когда он был маленький, получается, вот именно с 1,5 года, начиная с 1,5 года, где-то до 7 лет, у меня моей жизни не было. Вот. Я только вот делала то, что вот нужно ему, но нужно делать это как-то постоянно и это. И, конечно, у меня терпение было тоже так же, как и этот, да. И вот мы собирались в реабилитационный центр, например, да. И у нас прием в 10 часов, да, то есть идти мы должны в 10 уже стоять у массажиста. Я его будила в 6 часов, и мы начинали с 6 утра одеваться. И иногда, когда он завязывал шнурки, я засыпала. Не спорю. Иногда, когда он одевал там колготки, я засыпала. То есть вот, штаны одевал, я засыпала, а он одевался. Главное заставить, да. И я помню, я стою такая с ремнем, такой. Он до сих пор это помнит, оказывается. Не обижается? Не обижается, да. А то, что не обижается, я, знаете, вот тоже, когда дети взрослеют же, они понимают, что это надо. Был такой момент, тоже из истории жизни расскажу, да, надеюсь, сына не обидится на это. Вот, такой, такой серьезный момент. После школы мы поступили в обычную техникум, да. И когда в техникум поступили, он начал у меня подкуривать, покуривать. Ну, как и все. Ну, надо же общаться с друзьями, там, да. И я его на этом поймала. И на этом фоне у нас разразился скандал. А я же привыкшая, вот, типа, как сказала, все, там, И он первый раз повысил на меня голос. И я сижу такая, и он вот так стоит надо мной и говорит: а ты помнишь, как ты меня била? Я такая: все. Я уже села такая, думаю, все. Хоть перестервись, хоть что делай, короче.
А он такой подошел, так нежно. Вот я вот до сих пор вот чувствую, так подошел, вот прямо вот так надо мной стоит, вот так подошел. И мне вот так по голове погладил, говорит, ну ты же это делала для меня, чтоб я был таким. И мы, конечно, поплакали. После этого он у меня не курит. Ой, совершенно просто душещипательная история. Невероятно. Было такое, да. А смотрите, Вера Петровна, да, вот сейчас вот как бы вы можете рассказывать об этом вот так вот весело, да, позитивно. А когда вот вы остались вот с этим диагнозом, да, вот кто-то вас поддержал из близких, а кто-то нет. Вот как это вот происходит обычно, что мамочка остается иногда одна с этим своим? Скорее всего, это даже не иногда, а всегда. Да? И мы сами, мамы, создаем вот эту ситуацию. Да? Вот, пожалуйста, мамочкам я попрошу не обижаться. Это мы делаем бессознательно. Когда мы, вот, стараясь оберегать своих близких людей от переживания, да? То есть мы отдаляемся от них, стараясь как-то не передать вот это какое-то негативное вот это состояние своим близким, тоже отдаляешься, закрываешься, да. И, конечно же, большое понимание я ждала от своего супруга, но, к сожалению, я этого не даже, но тут тоже вот палка о двух концах. Это отношения двух людей, мужчины и женщины. И тут, как говорится, и у меня есть свое, вот, как сказать, подлог вины и с его стороны, да, то есть взаимопонимание, да. И он ушел из семьи, получается, потому что я была полностью погружена в ребенка. Вот я же говорю, это как моя инвестиция, да, вот. Я полностью жила его жизнью, вот. Но я его не виню. Самое главное, в той же даже вот в разводе, да, вот этот развод мне дал очень много силы. Каждая ситуация приходит для чего-то. И когда ты начинаешь понимать, для чего, и вот у тебя вот жизнь начинает по-другому. То есть ты не уходишь вниз вот на плач, на «Ой, я какая несчастная, пожалейте мне все». Да? «Пожалейте меня все». Такого нет. А вот наоборот, вот так. Вот. И потом получается как? Мама. Моя мама. Вот. Наверное, я всю свою жизнь и всю свою вот сознательную жизнь не понимала ее помощи, близости, но потом, когда я все это поняла, это что-то. Вот она на расстоянии, но она всегда рядом. И вот мне казалось, когда я вот жила уже с мужем, там, еще когда вот этой болезни не было, вот, и казалось, что меня мама не любит, потому что у меня все было хорошо. Нас в семье 5. Я 3-й ребенок, да, и я вот потом смотрю, она всегда рядом с тем, кто слабее. Она всегда рядом там, где тонко. И нам казалось, что в каких-то частях не хватает ее любви, в каких-то частях не хватает его тепла. Но она, оказывается, настолько вот так дифференцированно всех любила, и настолько она всех вот так обхватывала своей любовью, да. Вот. И то, что с моим сыном, да, вот 90% это моя мама. Потому что в осознанной жизни, вот ладно, был период, когда я в себя вложила вот на своего сына, это где-то до 6 лет, да. А потом, когда он в школу пошел, мы как раз переехали в Якутск в 2002 году, и с 2002 года я же начала в общественную жизнь ушла. То есть для меня это... Я вообще была не спортсменкой, начала пропагандировать адаптивный спорт, там паралимпийский спорт. Там. Я я понимала, что это будущее моего ребенка. Я среду создавала для него. Для него, да, среду. Потому что не создав среду, ты не сможешь ребенка где-то поднять, что-то там сделать, да. Вот. И в этот момент мама моя была рядом.
И всю, как говорится, теплоту вот этой женской и счастье, как говорится, всю любовь, она ему передала. И они всегда были вместе. Все вот то, что весь характер, который у него сложен, вот именно помогать старшим, что-то по дому, по хозяйству делать, всю вот эту самостоятельность вот именно привела моя мама. Вот. И, конечно, она самый близкий человек остался, который, ну, есть была, да. До 6 лет вы говорите, что полностью посвятили свое время ребенку. А на что вы жили? То есть на что живут мамочки особенные? Вот здесь, когда полностью посвящаешь, да, это момент, когда да, это сложный был период моей жизни. Кстати, я об этом никогда никому не рассказывала. Были такие моменты, когда я просто ходила к людям убираться, и нам давали там килограмм гречки. Вот, там килограмм макарошек давали там да. Я приходила, готовила там. Были моменты, когда просто вот там окна помыть, балкон убирать, там, ну, помогать людям, и за это тебе что-то дают. Когда говорят, мы не можем найти работу, это врут. Это врут и бесконечно врут, да, потому что любую работу можно найти, да, независимо от какой-то квалификации. Да, у нас же есть это тоже такой вот стереотип, если техничка или там посудница, это уже какой-то низкий. Там все должны быть начальниками какими-то там, да? На самом деле. Вот. Дети Азии первые в 2004 году мы проводили. Я тогда была как общественница, прямо вот такая, вау, там, общественница. Там все эти собрания, там, с министрами, с замами, там, все, вот это рабочие моменты, я вот такая, да. И после этого я начала работать уборщицей. Ага. И вот этот весь персонал, вот это министерство, да, ну не персонал, вот все вот сотрудники, начальники вот этого министерства, они все думают, что я вот, ну, общественница, а тут я со шваброй, короче. Вы там же работали в министерстве? Я там же работаю в министерстве, да. И в первое время, вот был такой момент, я всегда приходила, мыла полы, когда их нету. Это в 5 утра или поздно вечером, после 9 вечера, когда все уйдут. И меня практически никто не видел, что я со шваброй, да. А тут дневная техничка у нас заболела, в актовом зале нужно что-то сделать, и мне с общего отдела Дарья Никитьевна говорит: Вера, иди мой. И я такая, так, что? И тут же самой же как-то А я потом думаю, ладно, как себя представить, так и это, да? Как ты себя преподнесешь, так и будешь воспринимать. Одеваю халат, набираю водичку, и лишь бы не встретить никого в коридоре, иду такая со шваброй, такая. И тут, оказывается, тогда же еще зарплату в окошко давали же, да? И оказывается, это зарплатный день. И все и стоят в очереди. Да, и я захожу на 2-й этаж, и все стоят в очереди на кассу, короче, и все смотрят на меня и с такими глазами: Вера, это что? Это некоторые там: Вера Петровна, это что? Типа, и, ну, то, что они удивились, они сами не поняли. Это было, ну, бессознательное такое вот это, да. Я выхожу со шваброй вот так, да. А я такая, так немножко смутилась, и в голове такая: фитнес, я занимаюсь спортом, худею. Я помню вот себя внутри, как я худею, короче. Кому-то платит, кто-то платит в спортзал, а мне за это платят. И еще такая с хвостиком махнула и пошла же шваброй. И все, после этого вот этот твой, как говорится, как сказать это? Комплекс, да, комплекс вот сословия какого-то, вот этого, да, вот это то. Стыдная работа. Стыдная работа, вот это все улетучилось вообще вот так.
И ни одной работы, вот главное не бояться. И когда есть... Был момент, когда я еще писала рефераты. Получалось, вот писала рефераты заочникам. На какую тему? На все, заочникам. И мое преимущество перед заочниками было то, что вот интернет и бумага, да. И я писала рефераты, курсовые, продавала. И у меня даже была своя база. В общем, Вера Петровна стала человек-оркестр, человек, который может все. И шваброй помахать, и реферат написать, да. Окна помыть. Да, окна помыть, и все. Вот в этом месте хочу задать такой вопрос, да. Я думаю, что нынешние вот наши зрители, ну, как бы не совсем понимают, какие были времена, да. Ну да. То есть тогда еще вот этой вот инклюзии, да, какой-то доступной среды, социальной адаптации, да, об этом как бы особо и речи не шло, наверное. Да, это было такое, что вот, например, в 2004 году, когда мы Дети Азии проводили, и до 2004 года, да, когда я ходила вот в спорткомитет, тогда у нас был спорткомитет, да, и говорила, что мы, люди с инвалидностью, хотим там спорт, то есть соревнования провести, и мне вот капитально вот так говорили: ты что, дура? Это как это инвалид и спорт? Ты соображаешь, о чем говоришь? Вот на меня вот тупо вот так вот говорили. Чокнутая, вот. Чокнутая пришла, там начала там медали там. Ты что, совсем что ли? Вот так. И вот как раз в этот момент, когда вот я из пены у рта доказывала, что мы можем заниматься спортом, появилась Анастасия Диадорова, которая поехала в Афины на Паралимпийские игры. И многие руководители спорта уже поняли, что такое Паралимпийские игры. Министерство труда тогда вообще очень прямо мощно вот помогло. И вот у нас начались чудеса появляться, то есть происходить. Вот эта волшебная палочка начала работать в плане того, что вот в 2004 году моему сыну он очень был маленький. И я стояла во время открытия вот игр Дети Азии, вот там тысячные вот трибуны, и все идут вот парад спортсменов. И впервые входят в параде вместе со спортсменами ребята на колясках. Это нужно было видеть, вот прямо мурашки, вот прямо вот стоишь, и вот так, и такая и гордость, и любовь, и вся общая, вот это аплодисменты, и вся трибуна на них, да, все аплодируют. И я такая стою, думаю, я хочу, чтобы мой сын был там. Вот, да. И почувствовать вот этот, когда от тебя вот этот. И вот после открытия, вот после парада, там концерт прошел, там после открытия у нас все ребята жили в техникуме-интернате, где был доступный, да. И с Еврейского автономного округа у нас был, я даже сейчас помню его имя, Женя Казаков, да, мальчик. Он вообще, ну, вот с ментальной инвалидностью он вообще не умел разговаривать. Вообще ни с кем не разговаривал. И все думали, что это его диагноз. После открытия он пришел, и мы, конечно, пришли там и вот с Еврейского автономного округа приехал вот детский дом-интернат, и там директор и тренер. Директор такой шустрый, ну, такой дядя был такой да. Я иду по коридору, он стоит и плачет. Мужчина стоит и плачет. И у меня, конечно, как у организатора, шок. Что-то случилось с кем-то, кто-то там, ой, все, как, Александр Николаевич, что случилось? И я стою, его вот так трясу, такого большого дядьку, трясу. А он меня обнимает и начинает меня вот так, качать, я вообще ничего не понимаю, что случилось. И он говорит: Вера, только тихо, говорит, только тихо. Женька заговорил. Я говорю: в смысле Женька заговорил? Только тихо. И он потом, вот сидим, успокоился, рассказывает он. Они после открытия пришли вместе с тренером. Он сказал: закрой форточку. Обалдеть. Это были первые фразы, когда вот ребенок сказал:
закрой. И мы сделали вид, что ничего такого не случилось, поэтому в коридоре стояли, плакали тихоря вот так. Ради таких моментов стоит делать вот такие вещи. Супер. Вера Петровна, вы меня просто довели до слез. Это реальная история. Это совершенно потрясающая история. Вот. И вот я просто хочу сказать, вот услышав все, что вы сейчас сказали, да, что вот отчасти благодаря вам мы имеем такой замечательный благотворительный фонд Харысхал, потому что вы стояли у его истоков. Знаете, что я хочу сказать тут? Скорее всего, благодаря моему сыну и его судьбе, и его болезни. А преимущество? Да, это как раз от того, что вот создавать среду, вот, да. Почему, откуда это мне пришло, я не знаю. И вот даже когда... Почему я в спорт пошла, да? Ну, то есть не зная того, что... То есть не зная, не ощупав, не почувствовать, я не могу рекомендовать своему сыну и дать ему вот это все, да? Вот я хочу сказать, да, вот вообще вот прослушав эту совершенно потрясающую вашу историю, да, что, конечно, Вера Душкевич – это уникальная мама. Не только особенная, но уникальная, да. А давайте сейчас дадим советы мамам, которые вот только что столкнулись с диагнозом своего ребенка, да. Вот с чего начинать? Какие бы вы советы сейчас дали вот с высоты своего жизненного опыта? Самый такой совет – быть счастливым самой. То есть ваша внутренняя радость и ваша внутренняя уверенность передается ребенку, и ребенок становится уверенным и внутренне начинает уже побеждать эту болезнь. То есть не говорить ему что-то, чего-то, кого-то там, ты делай это, вот это надо, вот этот врач, вот надо нам колоть, надо там этот. Нет, вы должны быть сами уверены, вы должны быть сами счастливые, вы должны быть самые вот позитивные. И вот ребенок старается для того, чтобы вас порадовать на самом деле. И когда вы радуетесь его достижениям, то есть это... Я хочу поделять вам счастье своего внутреннего, да? Чтобы вот это счастье было отражением счастья ваших детей. Потому что если я желаю счастья своему ребенку и сама, вот, как говорится, вот в таком в поту и вот в таком и в недовольстве в жизни, и желаю счастья, это не счастье. А если я счастлива, и он вот это перенимает, и он счастлив по-своему. Хорошо. А что такое счастье вот от Веры Душкевич? Счастье от Веры Душкевич – это быть благодарным, наверное, а вот точно, да, вот благодарить свою судьбу за каждое мгновение, за каждую секунду, за то, что вот, потому что жизнь, она такая короткая, она такая непредсказуемая, что будет завтра, что будет послезавтра, что будет через минуту, мы не знаем. Зато мы понимаем, что прямо вот в этом процессе мы сейчас есть, и мы можем что-то еще сделать. И вот этот по принципу маленьких шагов можно много чего достичь. Я же не говорю, что я была сразу такой Верой Душкевич. Сейчас почему-то у молодежи много такого вот все сразу. Вынь и положи. Вот смотрите, вынь и положи, но отдаться процессу вот этот вынуть и положить, с какого кармана, с какой обложкой, и вот этот процесс надо почувствовать. Отлично. Спасибо большое, Вера Петровна. Благодарю.